Добрый вечер. В эфире очередная передача «Поиск. Диалог с ученым». Сегодня гость нашей студии в прямом эфире – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой этики, эстетики и культурологии Башкирского государственного университета, член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан Дамир Жаватович Валеев. Вначале, по традиции, краткая биографическая справка. Дамир Валеев родился в 1940 году в Аргаяшском районе Челябинской области. В 1959 году окончил Челябинский энергетический техникум. Затем служил в армии на Дальнем Востоке. В 1965 году окончил Свердловский юридический институт. Затем работал юристом, учился в аспирантуре Уральского государственного университета. В 1970 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. С 1972 года работает в БГУ. В 1984 году защитил докторскую диссертацию, в 1991 году избран членом-корреспондентом Академии наук Республики Башкортостан. Дамир Жаватович, чему в основном были посвящены ваши научные исследования в предыдущие годы? Мои первые научные исследования были посвящены проблемам этики. Я кандидатскую диссертацию защищал по проблеме императивности в этике в 70-м году в Уральском государственном университете. Но докторская диссертация также была защищена по проблемам этики. Она посвящена была проблеме происхождения морали. Вот это история морали фактически. Затем я занимался проблемами происхождения права, обычным правом. И вот когда началась перестройка, Горбачевская перестройка, так иногда ее называют, я начал заниматься национальной проблематикой. Кстати, я написал труд под названием «Национальный суверенитет и возрождение этноса». Вот. Такой теме была посвящена моя монография. Ну и также я рассматривал нравственную культуру этноса, скажем, башкирского народа. Нравственная культура башкирского народа, прошлое и настоящее. Книга вышла в 1989 году. После этого я занялся проблемами истории общественной мысли Башкортостана, продолжал заниматься проблемами суверенитета и республики, и национального суверенитета, проблемами федерализма. Вот. В настоящее время я думаю над осмыслением нормативной культуры этносов. Скажем, каждый этнос имеет определенный набор норм, подчиняясь которым он живет. Вот. Некоторые из них остаются постоянными, а некоторые из них меняются. Вот этот процесс меня интересует вот, в общих чертах. А какой вопрос или проблема вас волнует наиболее остро? Но сейчас этих проблем много в связи с распадом СССР, в связи с тем, что вот в последнее время происходят неординарные события, скажем, попытки как-то дезавуировать наш суверенитет, даже Конституционный суд России выносит решения, направленные против суверенитета республик, даже термин сам государственный суверенитет и так далее, и другие понятия, связанные с этим, они или подвергаются остракизму, или вообще их предлагают выбросить из лексикона. Вот в этой связи этим вопросом я интересуюсь. В последнее время на повестку дня стал вопрос о численности населения, о демографических процессах, вопрос о переписи населения, который будет в этом году осенью. Эти вопросы меня не могут не интересовать, потому что я гражданин этого общества и должен об этом думать. Ну вот, если посмотреть данные переписей последних десятилетий, то видно, что численность башкир в 20 веке практически не росла. Как вы считаете, почему? Численность башкир в 20 веке действительно почти не росла. Если в 1897 году башкир было по официальным данным где-то 1 321 000, то вот некоторое противоречие вот в этой связи возникает, так как
еще в 19-20-е годы Заки Валидов, а вслед за ними Сталин, заявляли о том, что башкирский народ представляет собой двухмиллионный этнос. Вот, 2 миллиона. А потом по переписи 26-го года оказалось вдруг, что башкир где-то 700 с лишним тысяч, а в Башкортостане около 625 тысяч. Вот. Потом, значит, по переписи 1939 года башкир было 843 тысячи, по переписи 1959 года башкир было 959 тысяч, по переписи 1979 года башкир уже оказалось 935 тысяч, а по переписи, последней переписи 89 года башкир оказалось 863 тысячи. Вот такие колебания. Непонятные вещи происходили с численностью башкирского этноса. Возникает вопрос, почему такие колебания допускались? Дело в том, что здесь, особенно в советский период, этот вопрос был связан с политикой партии большевиков, с политикой советской власти, которая была ориентирована на идеологические догмы. Скажем, на указание Ленина о том, что в будущем коммунистическом обществе народов и наций не будет, что произойдет слияние наций. Поэтому к этому вопросу относились весьма и весьма несерьезно. Вот. Очень часто записывались произвольно те или иные показатели. В них нет правды фактически. Вот возьмите по переписи, по данным профессора Янгудина, этнографа виднейшего нашего, в Менделинском уезде по последней переписи, по последней, так сказать, уже данным 20-го года, уже в советское время, в 20-м году в Татарской ССР числилось 156 тысяч башкир в Менделинском уезде. По данным 1926 года в Татарстане учтено было 1 752 башкира. То есть 1752 башкира. Куда делись остальные? Это непонятно. Вот. Поэтому этим данным трудно верить. Сначала их было 156 тысяч, а потом стало 1700. Куда делись остальные 155 тысяч? Вот. Да. Это очень произвольное оперирование цифрами, и, видимо, здесь сыграла роль именно машина тоталитарно-авторитарного мышления. Но мы, в общем-то, знаем из истории, что Менделинский уезд – это был один из основных центров башкирских восстаний в 18 веке. Конечно. В 19 И там в 19 веке численность башкир прослеживается довольно большая. В начале 20 века, а вдруг в 26 году их стало, почти не осталось. Вот и судите. Значит, справедливые мы имеем данные сейчас или нет? Здесь очень много, так сказать, оснований для того, чтобы сомневаться. И вот перепись, будущая перепись, которая будет в этом году, хотелось бы, чтобы она поставила все-таки точки над «и», и чтобы была установлена более-менее правильная цифра, или было установлено правильное количество башкир, справедливое. А сейчас мы этого не знаем просто. Ну, наверное, здесь играет роль и самосознание самого населения. Разумеется, самосознание играет большую роль. Но самосознание у нас было придавлено, особенно в советское время. Значит, тезис Ленина, догма Ленина о том, что произойдет слияние наций, это очень сильно влияло особенно на сознание простых людей, крестьян и рабочих. И они на этот вопрос, можно сказать, не обращали внимания, их даже записывали. Как хотели чиновники, так и записывали. Вот идеологическая догма, во-первых, работала на это. А потом политика разобщения народа. Скажем, башкиры, численность башкиров в республике сокращалась.
волюнтаристскими решениями, путем, так сказать, отнесения тех или иных районов к другим областям. Ну, например, где-то в 20-е годы очень большая численность башкир была отнесена к Курганской области в 22 году. Яланский кантон отошел. Затем в 1934 году очень большой контингент башкир, живущих в двух районах, Аргаяшском и Канашакском, отошел к Челябинской области. Вот такая политика разобщения этноса, она проводилась целенаправленно. Если бы этнос жил на одной территории, он мог бы консолидироваться лучше, у него и самосознание было бы выше. А это не допускалось. Потом начался процесс постепенного, так сказать, постепенной ликвидации национально-культурных прав. Скажем, в Челябинской области сначала издавалась областная газета, был областной театр драматический, филармония. В районах Аргаяшском и Кунашакском издавались башкирские газеты. Всего этого не стало. Уже к началу 40-х годов всего этого уже не было. Вот. Как здесь будет расти самосознание, когда народ видит такое отношение, пренебрежительное отношение к национальной культуре, к национальным традициям. Вот. И в настоящее время ни в одном из названных районах, ни в Аргаяшском, ни в Кунашакском, ни в районах с башкирским населением Курганской области, Оренбургской области, Пермской области, нигде не издаются башкирские газеты. Нет специального канала на радио и телевидении. Вот. Все это разобщает народ, снижает уровень его духовности, снижает его, так сказать, самосознание. Дамир Джавадович, но ведь и на территории нынешней Республики Башкортостан численность башкирского населения уменьшилась за последние десятилетия, по данным переписи. Вы правильно говорите. По данным переписи 1989 года, численность башкир по сравнению с переписью 1979 года сократилась на 72 тысячи человек. Было 935, стало 863 тысячи. Вот. О чем это говорит? Это, вероятно, говорит о том, что развитие производительных сил, возьмем экономические причины, развитие производительных сил в республике было однобоким. Скажем, Зауральские регионы, там ориентация была на добывающую промышленность. Она не требует многих, так сказать, большой численности населения, а обрабатывающая промышленность не развивалась. Ну, скажем, медная руда у нас направляется в соседнюю область. Вот Челябинскую область, кстати. Или, скажем, если взять такой вопрос, как энергоснабжение, энергетические ресурсы, скажем, они не развиваются в Зауралии, там ни одной ТЭЦ нет. Возьмем Сибай, Баймак, Учалы, Акьяр и так далее. В этой зоне ни одной теплоэлектроцентрали нет, которая бы снабжала население теплом, паром, скажем, электроэнергией. Они полностью зависят здесь от Магнитогорска. Стоит отключить там энергию, так эти районы останутся без света. Инфраструктура там плохо развивается. Вот это районы в основном населенные башкирами. Но все-таки надо заметить, что все-таки в последние годы, по крайней мере, хоть появились хорошие дороги, шоссейные в те районы. Коммуникации, это уже все-таки большое дело. Газ так подводится, это, конечно, позитивные сдвиги, но это недостаточно. Вот там не развивается машиностроительная промышленность. В Сибае, в Баймаке, в этой зоне, в горной зоне. Там население все-таки отсталое, более отсталое, чем, скажем, в центральных районах или западных районах. Но вот в западных районах же произошло снижение численности башкир. Хотя мы помним по литературе Толстого, Чехова, как они приезжали на Кумыс, в Башкирию. Западные районы Башкирии, они издавна находились под влиянием Казанского ханства до 16 века, до середины. Там известная татаризация населения происходила и в то время, через ислам, допустим. Последние, так сказать, в годы советской власти на этот вопрос мало обращали внимания. Все же там ведь не было ни башкирских школ, не издавались башкирские газеты. Возьмите, разве в Вилишевском, в котором более 60% башкиры, в Тюртюлинском районе,
вот, Бураевском районе. Разве там издаются башкирские газеты? Татышлинском, Аскинском. Нет? Янаульском. Записаны башкирами. А почему там не проводится обучение на башкирском языке? Там, может быть, в отдельных школах изучают язык как предмет. Но как предмет можно изучать и японский язык. Можно изучать какой угодно язык. Но ведь еще для того, чтобы этот язык, к нему народ относился с уважением, чтобы на нем велось преподавание. Конечно, эти вопросы сложные, но тем не менее, ведь над этим мало кто думает. В этих районах, вот допустим, вот названных районах, я не помню, чтобы там проводилась какая-то конференция, связанная с проблемами самосознания, с проблемами идентичности народа и его языка. У нас из тюркских народов мира, можно сказать, самая высокая языковая неидентичность. Языковая неидентичность. 74% только башкир признают родной язык, в качестве родного языка башкирский язык. В то время как живущие этнические группы, этнографические группы населения Башкирии, допустим, другие народы, татары, русские, евреи и так далее, у них гораздо более высокая языковая идентичность. Скажем, те же самые марийцы, чуваши и так далее, у них гораздо выше, чем у башкир языковая идентичность. Так в чем же дело? В чем же дело? Почему у башкир такая высокая языковая идентичность? Это же безнравственно не знать язык отца и матери. Так ведь? Язык моих предков. Но у нас это происходит. И против этого негативного явления, можно сказать, почти работа не ведется. Ни Курултаем, ни Министерством национальных отношений. Вот. Надо разъяснить народу, в чем дело. Надо поставить, в конце концов, точки над «и». И выявить причины, почему такое творится. Вот. Этот вопрос не изучается специально. Если и делаются какие-то исследования, то они в основном заканчиваются какими тезисами? О том, что у нас все стабильно, все хорошо и так далее. Вот я был на 2 курултаях в Уфе, Советского и Ленинского района, там проблемы вообще не поднимались. Особенно эта проблема. Так если общественность эту проблему не ставит или обходит, о чем это говорит? Я не могу сказать, что это говорит о высоком политическом сознании. Это свидетельствует о том, что мы все-таки настолько идеологизированы, настолько политизированы, что закрываем глаза на очевидные вещи. Мы должны когда-то поставить эти вопросы и ответить на них нелицеприятно. Потому что у нас масса ученых, которые занимаются этническим самосознанием, национальной культурой и так далее. Этнографов у нас много. Даже академики есть. Но они эти вопросы не ставят. Вот в чем дело. Надо эти вопросы ставить и отвечать на них. Дамир Жавадович, но, скажем, вот в журнале «Ватандаш» в последних номерах идет серия публикаций, мне кажется, вот как раз по этой проблематике. Последняя публикация Мажитова относительно переписи, по-моему, во 2-м номере «Ватандаша» за этот год. Во 2-м, в 3-м. Вот там, мне кажется, конечно, все правильно, почти все правильно, но там эти вопросы обойдены все-таки. Обойдены. Не поставлены именно те проблемы, которые должны быть поставлены. В то же время там есть неточности некоторые. Например, он говорит, что в Челябинской области в настоящее время проживает 250 тысяч башкир. В 1989 году их было всего 161 тысяча. По переписи? Да. А таких официальных данных нет. Это, по-моему, искажение фактов. Дамир Жавадович, ну вот время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Но вот, коль скоро мы говорим о переписи, как вы считаете, какое значение для судеб народов Башкортостана будет иметь предстоящая в октябре этого года всеобщая перепись населения Российской Федерации? Всеобщая перепись населения, которая произойдет в октябре этого года, она будет иметь большое значение в деле установления истины хотя бы. Вот, например, Кульчик, исследователь из Москвы, в своей книге «Этнополитическая мозаика Башкортостана», написанной в начале 90-х годов, утверждал, что численность башкир в Башкортостане уменьшится на 200-300 тысяч человек.
Вот подтвердится ли это или нет? Хотя бы с этой точки зрения. Вот это же ученый, который на центральном уровне выступает, на уровне Москвы. Затем народно-хозяйственное значение имеет, конечно, перепись населения. Мы должны планировать развитие, скажем, различных сфер, инфраструктуры, допустим, как планировать жилищное строительство в городах, как планировать развитие районов, деревень. Численность населения здесь будет играть огромную роль. Медицинское обслуживание населения, количество, скажем, поликлиник, количество больниц и так далее, родильных домов. Все это мы должны предвидеть, чтобы, так сказать, работать в этом направлении четко. Спасибо, Дамир Жаватович, вам за участие в передаче. Желаю вам успешной работы в научном и педагогическом деле. Всего вам доброго. Спасибо. До свидания. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Противостояние». Вот и подходит к концу 2009 год. Но сегодня в моей вступительной речи не будет лирических отступлений. Пришла пора не просто подводить итоги, но и принимать меры. На последнем заседании Совета Безопасности по вопросу совершенствования государственной политики в области борьбы с распространением наркотиков президент России Дмитрий Медведев особо подчеркнул, что предпринимаемые меры неадекватны масштабам наркоэкспансии. В том числе он предложил ужесточить ответственность за преступления, совершенные в состоянии наркотического опьянения, и за содействие наркобизнесу. Действительно, вопрос совершенствования антинаркотического законодательства стоит достаточно остро. Чрезмерная либеральность на фоне тяжелой наркоситуации в стране отрицательно сказывается как в целом на социально-психологическом климате в обществе, так и на эффективности уголовно-правовых мер воздействия. Говоря о профилактике наркомании, Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость смещения акцентов силовых и запретительных способов решения проблемы на лечение и реабилитацию, поощряет деятельность молодежных и других организаций, выступающих за здоровый образ жизни. Обо всем этом в сегодняшней передаче. 17 ноября 2009 года в Государственном собрании Курултая Республики Башкортостан состоялись парламентские слушания на тему «Приоритетные направления профилактики наркомании и актуальные проблемы совершенствования антинаркотического законодательства». В работе парламентских слушаний приняли участие депутаты Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, главы администраций районов и городов, руководители органов исполнительной власти, правоохранительных органов, учебных заведений, молодежных и общественных организаций, религиозных конфессий, ведущие ученые России и республики. Проблема борьбы с наркоманией уже давно переросла в ведомственные административные границы и стала одной из глобальных проблем общества. Распространение наркомании представляет реальную угрозу здоровью и генофонду нации, экономики страны, национальной безопасности государства, поскольку затрагивает практически все сферы жизнедеятельности государства и общества. Начальник управления ФСКН России по Республике Башкортостан Валерий Кокин на основе мониторинга правоохранительной деятельности представил участникам слушаний социально-криминологический анализ наркоситуации, обозначил пути и методы воздействия, направленные на ее стабилизацию. Глава Республиканского антинаркотического ведомства отметил, что наркоситуация в Башкортостане, как и в целом по стране, является напряженной. В последние годы отмечается тенденция возрастания численности состоящих на учете наркопотребителей. Наблюдается рост спроса на наркотики не только в крупных городах, но и практически во всех сельских районах. Принятие соответствующих поправок в действующее законодательство требуется также в связи с массовым распространением в последнее время так называемых курительных смесей. В данном направлении мы будем